все самое важное и интересное за эту неделю. Экспертное мнение прокурора, как закон регламентирует оборот гражданского оружия. Соблюдайте режим. В Ухте проверяют, все ли ходят в масках. Дань памяти бесконечному мужеству. В Ухте прошла акция «Свеча памяти». Переплетение судеб. Московская семья приехала к потомкам прадеда. И утиные истории. Мама утка прогулялась перед камерой со своим выводком. Подробности прямо сейчас. В Ухте из-за роста числа заболевших коронавирусом участились рейды по соблюдению масочного режима. Таково было решение Ухтинского оперштаба по противодействию распространению инфекции. Теперь комиссия ходит по местам скопления населения в ежедневном режиме. Проверки проходят в местах предоставления социальных услуг, общественном транспорте и магазинах. Ни для кого не секрет, что после весеннего коронавирусного затишья население расслабилось. Маски к лету многие попрятали в дальний угол. Но, как оказалось, рано радуемся. Масочки все же придется надеть. Указываем на замечание. Замечание устраняется сразу же, да? Если, соответственно, какие-то грубые нарушения, составляется административный протокол по статье 26.1 и направляется в суд для принятия решения. Кодексом предусмотрена административная ответственность на физических лиц, предупреждение или наложение административного штрафа до 30 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, соответственно, уже штрафы до 300 тысяч рублей. Как показывает практика, в большинстве случаев комиссия обходится предупреждением, после которого у подавляющего большинства маски находятся почти моментально. Надевают их иногда, конечно, не с особым рвением. Также сотрудники торговых точек стараются поддерживать друг друга в нелегкое рейдовое время. Пока проверяют на первом этаже, на втором все уже в масках. Но вот где-то до сотрудников торговли сарафанное радио не успело добежать. В сетевом магазине рядом с торговым центром, где рейд начался, оформили один протокол. Жертвой ковидных санкций стал продавец. Ежегодно на протяжении последних лет возле мемориала погибшим в годы войны 22 июня собираются люди на акцию «Свеча памяти». Впервые она была проведена в 2009 году в России и ближнем зарубежье. Несмотря на раннее утро, неравнодушные ухтинцы отдают дань памяти всем жертвам Великой Отечественной войны ровно в 4 часа. Именно тогда, в 1941 году, 80 лет назад, Германия напала на Советский Союз. Миллионы жизней были сломаны навсегда. С того места, где теперь установлен вечный огонь, на фронт уходили и жители Ухты. Тут в 40-е находилось здание военкомата. С Ухтинского военкомата на фронт ушли 30 487 человек. Из них 8 тысяч человек не вернулись. В память о погибших в Великой Отечественной войне зажжены свечи. Объявляется минута молчания. Организатором акции в Ухте по традиции стал молодежный совет. Но присутствовали тут и представители Союза ветеранов пограничных войск. Именно пограничники первыми столкнулись с врагом в 1941-м. Тысячи из них погибли в первые дни войны, насмерть отстаивая неприкосновенность границ. Участие в акции также принял и историко-краеведческий музей. Несмотря на ранний час, после возложения цветов сотрудники музея пригласили всех на экскурсию в зал, посвященный Великой Отечественной войне. Эта история началась более 80 лет назад, связав навсегда Москву и маленький северный Шудеак. В 1937 году именно сюда, в Ухты-Жмылак, был сослан Анс Калнин. Человек без преувеличения потрясающей судьбы. Еще в 1904 году он вступил в Латышскую социал-демократическую рабочую партию. В царской России был осужден, бежал в Австралию, где издавал газету «Известия». Вернувшись на родину, принимал участие в февральской революции в составе Красной армии, но попал в 30-е под политические репрессии. В Москве у осужденного Калнина осталась супруга Мария или Мира и маленький сын Юрий. Много лет спустя именно его дочь Оксана, а также внук Ансис придут к могиле Анса, похороненного в коме. Ансис узнает о судьбе прадеда в 15, после чего станет работать с архивами, восстанавливая историю своей семьи.
И потому что я считаю, что история семьи важна, какая бы она ни была. Все было замечательно, но вот, к сожалению, попали под репрессии. То есть все были достойные специалисты, и Анс в последнее время, он попал на птицефабрику, а он же изначально учился на фельдшера-ветеринара в Петербурге. Вот. И потом уже, соответственно, он, используя, естественно, свои навыки, это позволило перевыполнять план, за что ему были благодарны. Сопровождать семью из Москвы будет шудаякский внук репрессированного Калнина Виктор Канев. Тут у Анса появилась вторая семья. О том, что у них есть родня в далеком Шудаяге, московские потомки узнают не сразу. Даже сам Юрий не подозревал, что у него есть сестра Люба. Она, в свою очередь, не будет записана на отца. Фамилия Канева и отчество Яковлевна достанутся от первого мужа ее матери Ефросиньи. Все, чтобы у малышки не было проблем. Ведь Юра, старший сын Анса, будет страдать от страшной метки «сын врага народа». После отбывания наказания Анс Эрнестович возглавит птицеферму в Шудаяге. Уже после его смерти две жены, Мария и Ефросинья, совместно добьются того, чтобы несправедливый приговор был снят. Мария Григорьевна отправляла запросы, ходила по приемным с тем, чтобы восстановить доброе имя Анса Эрнестовича. И Ефросинья здесь, в поселке, ходила в администрацию, разговаривала с сотрудниками птицефермы для того, чтобы давали официальные характеристики Ансу Эрнестовичу. Естественно, очень хорошие характеристики, подтверждающие то, что такой человек не мог быть врагом для своей страны. И вот это все благополучно завершилось в 1956 году тем, что пришла бумага о реабилитации. Жизни этих женщин сплетутся навсегда. Дочь Ефросиньи станет педагогом, как и Мира. В учительство пойдет московская внучка Оксана и шудаякская правнучка Алина, дочь Виктора. Спустя десятилетия на кладбище поселка Шудаяк у надгробия Анса Калнина будут стоять его потомки. Правнук, названный в честь деда Ансисом, внучка и внук. У них разные фамилии. Так распорядилась судьба и история их отечества. Но одна кровь и одна на всех история семьи. Стартовал период отпусков. Может ли как-то омрачить поездку неуплаченный налог и где узнать, если у гражданина налоговая задолженность? Но физическим лицам нужно помнить, что налоговая задолженность у физических лиц складывается из неоплаченных вовремя имущественных налогов и неудержанного налога на доходы физических лиц. Что каждый год до 1 декабря граждане обязаны уплатить налоги на основании уведомления, которое формируется Федеральной налоговой службой. И если вы не заплатили сейчас налоги вовремя, то теперь вы имеете задолженность перед бюджетом. Как же заплатить налоги? Для этого можно воспользоваться сервисами Федеральной налоговой службы. Это сервисы личный кабинет налогоплательщиков физлица и сервис уплаты налогов и пошлин. Для того, чтобы зайти в личный кабинет, можно воспользоваться учтенной или авторизованной записью от портала государственных услуг, либо получить пароль в любой налоговой инспекции или МФЦ. В личном кабинете вы увидите сумму задолженности, а также вы можете оплатить задолженность путем перевода денежных средств онлайн-платежом. Либо можно распечатать квитанцию, и с данной квитанцией обратиться уже в любое отделение банка, и оплатить свою задолженность и налоги в том числе. Необходимо также помнить, что за неуплату и несвоевременную уплату налогов для физических лиц предусмотрена налоговая ответственность. Ежедневно начисляются пени, а в дальнейшем взыскивается задолженность по налогам и пени уже через суд. Нужно также помнить, что признанная судом налоговая задолженность будет в последующем взыскиваться через судебных приставов или удерживаться через налоговых агентов. Кроме того, приставы имеют возможность выносить постановление на ограничение выезда за пределы Российской Федерации. Поэтому напоминаем, для того, чтобы избежать мер принудительного взыскания в виде неожиданных списаний с банковских счетов, либо в виде удержания заработной платы, необходимо оплатить задолженность прямо сейчас. Для этого вы можете обратиться всегда в налоговую инспекцию за квитанцией, либо вы можете обратиться в налоговые мобильные офисы, которые в летний период у нас будут располагаться в зданиях аэропорта, ЖД вокзала, в крупных торговых центрах, а также в различных учреждениях города.
Все чаще стала появляться информация о том, что подростки становятся жертвами половых преступлений в сети интернет. Как закон регулирует нездоровое общение взрослого с ребенком? Как правило, к несовершеннолетним через соцсети добавляется, соответственно, злоумышленник и втеряется в доверие под разными предлогами, то есть находят сначала общие интересы, какие-то обсуждения, темы для обсуждения. После этого начинают предлагать обменяться фотографиями, и потихоньку, соответственно, все приходит к тому, что несовершеннолетние начинают направлять ему свои фотографии в обнаженном виде, в купальниках, либо злоумышленник начинает заводить темы, скажем так, интимного характера с несовершеннолетними, высылает сведения порнографического характера, и в связи с этим совершается преступление, которое квалифицируется согласно Уголовного закона по статье 135 Уголовного кодекса Российской Федерации, а если совершено в отношении малолетнего, не достигшего 12 лет, соответственно, уже как статья 132 Уголовного кодекса Российской Федерации, пункт 4, подпункт Б. Чем меньше возраст потерпевшего, тем более тяжкое преступление было совершено. Вот. К сожалению, данное преступление они довольно тяжело, соответственно, раскрываются, в связи с чем злоумышленники применяют информационные телекоммуникационные технологии, используют так называемые анонимайзеры, технологии, которые позволяют заменить IP-адрес, с которого отправляется то или иное сообщение. Соответственно, после того, как следственное мероприятие проводится, устанавливается, что злоумышленник якобы находился не на территории Российской Федерации, например, за рубежом, то есть в таких странах, допустим, как Саудовская Аравия, Польша, Великобритания и так далее и тому подобное. К сожалению, эти преступления довольно, как я уже сказал ранее, сложно раскрываются, и самой главной задачей является профилактика недопущения данных преступлений в отношении несовершеннолетних, в связи с чем, соответственно, прокуратура города Ухты призывает родителей внимательно смотреть, с кем общаются их несовершеннолетние дети, проводить с ними доверительные беседы по данным вопросам. В первую очередь обращать внимание, когда к ребенку добавляется лицо, которое ранее с ним не встречалось, нет общих друзей, соответственно, вживую родители не видели этого человека, тем более, если это взрослое лицо, сразу провести беседу с ребенком и, соответственно, посмотреть переписку. Если же подтверждаются факты, что велись какие-то разговоры на тему половых отношений, порнографического характера, распространения материалов, либо, соответственно, несовершенное лицо направляло фотографии свои в обнаженном виде, то однозначно имеются признаки совершения преступления в отношении несовершеннолетнего. В связи с сложным нужно обращаться в правоохранительные органы для расследования данных преступлений. Hey.